Ханна Корнелиус родилась 12 февраля 1996 года в Стелленбос, ЮАР. Ее отец Уильям был мировым судьей в соседнем городе, а мать Анна – адвокатом. Через 3 года после рождения Ханны в семье появился еще один ребенок, который остается неназванным в целях его защиты. Девушка вскоре стала очень заботливой старшей сестрой, ее младший брат часто испытывал трудности в учебе, и она всегда была рядом с ним. Поэтому он вырос всесторонне развитым подростком. Ханна была доброй, умной и очень трудолюбивой. Она посещала театральный кружок, любила играть на фортепиано и с отличием окончила среднюю школу. Летом 2015 года она поступила в Стелленбосский университет, где с большим энтузиазмом взялась за учебу. Хотя она жила неподалеку в женском общежитии, Ханне все равно нужно было добираться до университета и обратно. Именно благодаря этому ее бабушка подарила ей машину, которую она больше не могла водить – старый Volkswagen City Golf. В перерывах между учебой Ханна была волонтером в местном приюте для животных, расположенном в Кейптауне. Она была сострадательной личностью, интересующейся окружающим миром. Во время учебы ей было очень легко заводить друзей, и у нее всегда были люди, с которыми можно было поговорить. Среди них был Чесли Марш, он был очень похож на Ханну. Целеустремленный студент, который усердно работал и тоже много времени уделял приютам для животных. Они часто проводили время вместе, но между ними не было никаких романтических чувств, они были просто лучшими друзьями. В 2017 году Ханна и Чеслин были на 2-м курсе университета. И после долгой недели учебы и работы они решили в пятницу вечером пойти выпить с друзьями. Ночь проходила спокойно, все были в хорошем настроении, немного выпивали и играли в настольные игры. Где-то в 2 часа ночи Ханна решила пойти домой, но Чеслин знал, что улицы Стелленбоса были опасным местом для девушки. И вот со скейтбордом в руках он предложил проводить ее до общежития, которое находилось не слишком далеко от его собственного дома. Ханна оценила и приняла его предложение. Они попрощались со своими друзьями и отправились в путь. Им удалось добраться до общежития без каких-либо проблем, но теперь Ханна беспокоилась о том, что Чеслин пойдет домой один. Поэтому она предложила отвезти его на своей машине. Чеслин настаивал, что он вполне может доехать до дома на своем скейте, но Ханна не приняла отказа, потому что знала, что ее машина гораздо безопаснее, чем скейтборд. Пара села в Volkswagen Ханны и поехала в сторону дома Чеслина. В 3:23 ночи в субботу 27 мая девушка остановила свой автомобиль на небольшой парковке, чтобы еще немного поболтать. Примерно в это же время мимо них прошли 4 мужчин, на которых пара не обратила никакого внимания. Но уже через 10 минут эти парни незаметно подобрались к машине и постучали в дверь, мгновенно лишив Ханну чувства безопасности. После того, как пассажирская дверь была открыта, к их телам были прижаты остро заточенная отвертка и складной нож. Затем 4 мужчин сели в машину. Ханна и Чеслин были очень напуганы и даже представить себе не могли, что их ждет дальше. В этот момент один из 4 мужчин, Нэшвилл Джулиус, покидает остальных 3 и больше не участвует в последующих событиях этой ночи. Тем временем внутри машины Ханна была зажата между 2 передними сиденьями. По обе стороны от нее находились Джеральда Парсонс и Вернон Витбой, а сзади Чеслина прижимал Эбен Ван Никерк. В 3:40 ночи Volkswagen девушки выехал с парковки. Затем в 4:34 утра его зафиксировали камеры наблюдения на заправочной станции, расположенной недалеко от Стелленбоса. Незадолго до этого мужчины остановили автомобиль и тщательно обыскали Чеслина, отобрав все, что у него было, включая куртку и обувь. Затем они заставили его залезть в багажник. Когда Volkswagen подъехал к заправочной станции, на пассажирском сиденье была видна фигура в куртке кремового цвета.
Камера наблюдения зафиксировала, как Вернон Витбой входит в магазин с бумажником, который он забрал у Чеслина. Он хотел снять все деньги с карты парня, но после нескольких неудачных попыток мужчина понял, что Чеслин назвал неверный пин-код. После этого они продолжили свой путь в Клейфонтен, город, который соседствует со Стелленбосс. Во время всей этой ужасной поездки Ханна оставалась в передней части машины в окружении 3 неизвестных мужчин. Она была настолько покладистой и сговорчивой, насколько это было возможно. Она не смотрела по сторонам, не спорила и не боролась. Вместо этого она смотрела прямо вперед на темную дорогу. Затем мужчины проехали по местному району, изредка останавливаясь, чтобы посетить различных людей. Все это время Чеслин находился в багажнике. Он неоднократно пытался оттуда выбраться, но все его попытки остались безуспешны. И так было до 5:30 утра, когда внезапно мужчины остановили машину недалеко от Клейфонтейна. Ханна спросила, для чего они остановились. Они сказали, что просто выйдут на перекур и очень скоро отправятся в путь, после чего вернут ей машину. Именно в этот момент 2 мужчин вышли из автомобиля, обошли его сзади и вытащили Чеслина из багажника. Они были явно злы на него из-за того, что он не дал им свой пин-код. Мужчины заставили отойти его от машины на небольшое расстояние и лечь на землю. Чеслин поднял голову, и последнее, что он увидел, было 2 мужчин, стоявшие над ним с кирпичами в руках. А затем все вдруг погрузилось во тьму. После этого группа отправилась на неиспользуемую пейнтбольную площадку, где все 3 мужчин изнасиловали Ханну. Но на этом все не закончилось. Они отвезли девушку на виноградники, ударили в шею заточенной отверткой и бросили на ее голову 40-килограммовый камень, который нашли неподалеку. Забравшись обратно в машину, они оставили неподвижное тело Ханны на краю виноградника. Утром 27 мая молодая пара, проживающая на ферме недалеко от Клейфонтейна, проснулась из-за ужасных криков. Выглянув в окно, они заметили парня. Он был ошеломлен и весь в крови. Как оказалось, это был Чеслин. Несмотря на то, что он получил несколько ударов кирпичом по голове, он чудом остался жив. Когда Чеслин рассказал всю историю паре, то они немедленно вызвали полицию. В течение нескольких минут Чеслин умолял местную полицию помочь найти Ханну. Он описал лица нападавших, машину, куда они поехали и все остальное, что он мог вспомнить о прошедшей ночи. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Всего 2 часа назад, когда он был еще без сознания, Ханну уже нашли. Девушка была признана мертвой. Полиция тем временем начала неустанные поиски нападавших. Они знали, что ищут синий Volkswagen, и, к счастью, им повезло. Вернон, Эбен и Джеральдо невероятным образом продолжили свою преступную деятельность, их неоднократно замечали в окрестностях Клейфонтейна. По сообщениям, мужчины преследовали женщину по дороге на работу, после чего отобрали у нее сумку и мобильный телефон. Затем, через несколько часов после этого, они напали еще на одну женщину, но на этот раз похитив ее. Камеры наблюдения зафиксировали машину на заправочной станции. На записях видно, как синий Volkswagen подъезжает к заправке. Обратите внимание, что женщина, которую они похитили, находится на заднем сиденье, вместе с Эбен Ван Никерком. А Витбой вышел из машины, подошел к банкомату и снял 3000 рандов со счета женщины. К счастью, на этот раз их жертва была благополучно высажена на сельской дороге. После этого Вернон и Джеральдо отвезли Эбена домой, вручив ему его долю в 1000 рандов. Оставшись вдвоем, мужчины решили продать машину Ханны, но они даже не подозревали, что в это время полиция уже знала об их передвижениях. Час спустя полицейский автомобиль под прикрытием заметил пропавшую машину, и тогда началась погоня. Отчаянно пытаясь скрыться от правоохранительных органов, мужчины в синем Volkswagen въехали на подъездную дорожку ближайшей частной фермы.
На кадрах видеонаблюдения видно, как офицер быстро выходит из машины и преследует их пешком. Они продолжают ускоряться, но, к счастью, дальше по подъездной дорожке ворота блокируют синий Volkswagen от дальнейшего движения. Поэтому мужчины оставляют машины и убегают. Один из них прыгнул в реку, но это в конечном итоге было напрасно, так как они попали в ловушку и больше не смогут убежать от офицеров. После ареста Джеральда Парсонс и Вернон Витбой с радостью назвали имена двух других парней. В марте 2018 года, менее чем через год после смерти Ханны, ее мать Анна Корнелиус была найдена мертвой. Хотя это было расценено как несчастный случай, Уильям настаивает на том, что его жена сама рассталась с жизнью. Он считает, что боль от потери дочери была слишком сильной для нее. После этой трагедии было выдвинуто веское обвинение против мужчин, которые убили Ханну и пытались убить Чеслина. В мае 2018 года их судебное разбирательство наконец-то началось. Улики против них были весомыми. У них были свидетельские показания, признание Вернона и Джеральда, записи с камер наблюдения и, самое главное, Чеслин, который выступал в суде. Тот самый камень, которым была убита Ханна, также был привлечен в качестве доказательства. В результате тупой травмы, нанесенной множеством кирпичей по голове, Чеслин, к сожалению, был лишен одного уха и мужественно выступил против своих обидчиков, глядя им прямо в глаза. Все четверо не признавали себя виновными в своих преступлениях. На протяжении всех этих судебных заседаний казалось, что эти люди очень мало раскаиваются в своих действиях. Они улыбались и даже смеялись на протяжении всего судебного процесса. В конце концов, Джеральда Парсонс, Вернон Витбой и Эбен Ван Никерк были приговорены к пожизненному заключению, а Нэшвилл Джулиус, который ушел в начале ночи, был приговорен к 22 годам тюрьмы. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети, ссылка на них есть в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.